такими, как, скажем так, комфортно-природно-климатические условия, да, у нас Мгм. экологическая чистая окружающая среда. У Мгм. нас есть такой значительный потенциал, скажем так, для развития энергетики, горнодобывающей промышленности Мгм. и агропромышленного сектора, да. Да. И, как я отметила, туризм тоже. Однако нужно признать, что имеет такой потенциал все-таки, да, рынок Кыргызстана по многим отраслям экономики пока недостаточно освоен почему-то инвесторами, да. В этом мы можем сказать, что даже в этом вопросе нет такой видимой конкуренции, может быть, да, что вот один инвестор пришел, второй захотел, третий захотел и так далее, да. Мгм. И за последние годы, тем не менее, республика делает многое, чтобы добиться, скажем так, привлекательного инвестиционного климата. Но как бы вы сами оценили, как экономист, да, как эксперт в этой области, скажем так, привлекательность нашей страны? Так, ну если взять, когда аналитики инвесторов собираются и ну, для своего заказчика, для инвестора готовят анализ для страны, ну, инвестор говорит, я хочу найти страну, где у меня будут относиться хорошо, где у меня эмоциональный фон будет хороший. Это очень самое первое важное условие, это эмоциональный фон, да, потому что инвесторы тоже люди, да, и, соответственно, они управляются эмоциями. И где мне будет приятно, хорошо, во-первых. Во-вторых, найдите мне страну, где большой рынок. В-третьих, найдите мне страну, где есть хорошая развитая логистика, то есть железнодорожные, морские пути и так далее. И в-четвертых, найдите мне страну, где защитят мой капитал, да, защитят мой капитал. И когда аналитики по этим всем параметрам смотрят, они смотрят, не заблокирована ли страна другими странами, есть ли у нее выход к морю, сколько в ней населения, есть ли большие города, в больших городах есть ли Мгм. миллионное население, там интересные города, где есть 8 миллионов, Мгм. 9 миллионов населения, да, это самые такие города, где практически любой бизнес выживет и любой бизнес будет приносить доход. И потом, после того, как это выяснили, дальше смотрят, как относятся к инвесторам, там, нет ли в обществе нарратива, да, отрицательного. Например, отрицательный нарратив– это когда говорят, все НПО– это ЛГБТ, все НПО финансируются Западом. Пришел из Запада инвестор, это не просто инвестор, это он покупает там наш труд, он на наших кровях и поту делает деньги, он враг. Вот этот нарратив, Мгм. если он должен отсутствовать, да. И, естественно, потом они начинают проверять, а как тут с правовой системой? Сколько здесь кейсов, где международные инвесторы защитили свой капитал, где справедлива была судебная система? А есть ли там британское право, например? Да, потому что большинство инвесторов в мире действует в юрисдикции британского права, и они требуют, чтобы в стране было такое право. Вот в Казахстане создали МФЦА, да, Международный финансовый центр Астаны, при нем сделали третейский суд, который работает по британскому праву. У нас. А у нас такого пока нет. Мгм. И вот и туда сразу ринулось тоже очень много людей, зарегистрировалось. Вот я вот в организации работаю, да, которая, Мгм. ну, помимо того, что это экономические какие-то вот моменты, я еще и в организации работаю. Мы там провели акселерацию, у нас вот выпускник нашей программы Долон, мы познакомились с казахами, а Долон Systems, казахи Мгм. вложили в них $500 000 сразу, но сказали, регистрируйтесь в юрисдикции британского права. Мгм. Поэтому был он, поехал и зарегистрировался в МФЦА, да. Вот такие вот моменты. И, естественно, теперь давайте посмотрим, что у нас есть в нашей стране, да? Ну, Мгм. во-первых, они говорят, в стране должны быть кейсы, Мгм. где и позитивные судебные решения были приняты в отношении инвесторов, и поэтому есть уверенность, что суды справедливые. А у нас есть позитивные такие решения? Вот давайте вот по этим 4 пунктам, по Мгм. которым Давайте. аналитики инвесторам готовят аналитические Мгм. записки, пустим нашу страну. Мгм. Первая страна эмоциональная, да? Хорошо ли относятся в нашей стране иностранным инвесторам класса А, да? Потому что класс Б, они к нам приходят. Есть там в финансовой среде класс Мгм. А, Б, С, да? А это надежно, абсолютно, абсолютно нормальный, абсолютно получается не нарушающий никаких правил и законов инвестор и с очень большими деньгами. Да. Класс Б это Мгм. неважно какие деньги, но он как бы серый инвестор. Да. Класс С это рискованный инвестор, и класс С это ну, практически вот инвестор, который есть репутационные риски. Ну, мошенники там, или авантюристы, да, у которых тоже Даже есть такие большие деньги. бывают, да? Да, тоже у них большие деньги, но они могут прийти, например, Мгм. и после того, как они придут в нашу страну, у нас действительно может быть вытянуты ресурсы из энергетики, Мгм. вытянуты ресурсы из финансового центра, действительно может быть развалена экономика, действительно на государство может быть посажен большой внешний долг. Мгм. И такие люди были. Я лично с такими сталкивался. Мгм. Они приходили и говорили, вы знаете, дайте мне государственную банковскую гарантию,
а я вам дам 50 миллионов евро, да, и мы говорили, хорошо, а откуда эти 50 миллионов евро, и там у нас скандал происходил, да, с этими людьми. Мгм. То есть, что было бы, да, если бы мы дали государственную банковскую гарантию? Ну, это был бы плюсик к внешнему долгу, да. И такие Мгм. люди сделали такое черное дело. У нас часть внешнего долга из таких обязательств состоит. Мгм. Какая часть, не знаю, да, это нужно Но смотреть. состоит. Но состоит, есть такое. Потому что другие, например, не ссорились с ними, ну, Мгм. в других и времена. Вот. И теперь пропустим по этим 4 пунктам, как я говорил. Первое, да, эмоциональное состояние. Любит ли у нас инвесторов? Ну, у нас вот в селе, в селах, да, у нас в регионах сжигают китайские гранолитные фабрики. Потом откроешь наш русскоязычный интернет, а у нас 4 миллиона человек на русском говорит, 2 миллиона где-то на русском говорит. Да, и в городе там 15-20 тысяч человек, да, они Мгм. что только на русском говорят. И вот в русскоязычные не видят этого, но к русскоязычным там есть хорошие люди, которые говорят, Мгм. да, инвестор без геки, инвестор нам нужен, он нам развивать помогает, технологии приводит, обучает нас. Когда он уйдет, мы останемся обученными, и мы будем сами разрабатывать свои ресурсы. Такие люди есть, но большинство тех людей, которые говорят, ЛГБТ, Запад, угроза, сейчас нам будут а, кыздарыбызды бузат, балдарыбызды сатат, там, и, короче, инвестор враг, да, Мгм. душман, короче. Ой, американецтердің керегі жоқ, да, там, Қытайдың керегі жоқ, там, вот такие вот есть. Мгм. И их немало, да. Вот инвестор А как вот приходит... поменять сознание людей? Мы же не можем каждый раз, например, своих инвесторов, да, скажем так, те, которые хотят вкладываться, их отталкивать именно вот такими своими, скажем так, ну, может быть, не понятиями, я не знаю, своим таким мышлением, отношением. У нас есть две крайности. С одной стороны, когда вот инвестор приходит к нашему сельскому населению и говорит, я хочу вот этот прийти и вам фонд развития открыть, и хочу вам с деньгами делиться. Наши сразу говорят, ой, давай каждому по миллиону, давай нам всем бесплатно электричество, бесплатно проход на твое предприятие, там все давай. Они говорят, вы что, с ума сошли, да, до свидания. Второй подход, это когда наша, ну, тоже крайность, инвестор приходит и говорит, Мгм. я вашему правительству и так уже вы вкладываете деньги, и так привез эти деньги, большинство денег это здесь так намертво останется у вас в стране, и поэтому я вам ничего не дам. Вот это две крайности, они постоянно у нас Мгм. работают, и это порождает конфликты, да. Чтобы вот этого конфликта не было, надо находить определенные компромиссы, да, нужно, ну, например, что было в Аляске, да, в Аляске есть алеуты, да, местные жители, и у них нашли нефть, и чтобы, ну, инвесторы пришли, и после определенных конфликтов, разговоров, они сказали, хорошо, мы Мгм. будем платить роялти местному населению напрямую, не через фонд развития. Фонд развития там назначается какой-то человек, он сидит, он там какие-то деньги, там, май сатхан, там, Мгм. май колго жабышат и так далее, особняки вырастают у родственников, да, и что-то как-то население не видит этих денег. Где-то школу построили, а где-то до сих пор строят школу и не достроили. Мгм. Это один подход. А самый лучший подход, оказывается, роялти платить на личные банковские счета всему населению местному. И в Аляске так делают. Мгм. У нас тоже так надо делать. Но для этого нужно, чтобы инвестора, да, просветить, понимаешь, у нас такая специфика, у нас такой подход, фонд развития не создавай, в обл там какие-то деньги будешь давать, но не все деньги отдавай, а распределяй лично по каждому, ну, каждому роялти плати, и вот тогда местный начинает защищать инвестора, да. Ну, в зависимости тоже от пропорций, там ему надо, местно надо раскрывать. У нас Мгм. такие-то доходы, такие-то расходы, вот такой-то процент я вам могу дать, вот такой процент уйдет на развитие, а этот процент уйдет банка, да. Вот это все вещи надо рассказывать. И тогда нужно общаться, найти язык. И тогда все будет в порядке. Мгм. Но в целом у нас эмоциональный фон отрицательный по первому пункту. По второму То есть пункту некомфортно инвесторам. некомфортно инвесторам, да. Но и их тоже надо, да. И им тоже Мгм. надо приходить не просто так, я инвестор, у меня деньги, там, я все, я король, да. Нет. Им надо приходить. То есть инвестора надо звать, но ему надо объяснять. Общайся с местными, да. Как свой парень, Мгм. общайся с местными. И делись, да, ну, можешь не все отдать, но хоть что-то ты должен делиться, ты должен Мгм. вкладывать, ты отсюда берешь, ты должен вкладывать. И именно такими инвесторами надо общаться, да. Но если вот любой другой инвестор, он не хочет нашу страну, потому что здесь плохо относится к инвесторам. И населению надо объяснять. Вы поймите, у нас есть два пути: брать в долг или пригласить инвестора. Если мы берем в долг, у нас долги растут, когда-то Растут. у нас хипик засунут опять. Если мы будем приглашать инвестора, то он рискует, мы рискуем, вместе рискуем. Никаких долгов. Мы вместе работаем, он нас обучает.
И это самый лучший вариант. И надо... Рабочие места. Рабочие места, да. Это самый лучший вариант, который все страны используют. И нам надо это использовать. И нам надо объяснить это каждому кыргызскому гражданину. Кыргызча түсіндіріш керек. На русском надо объяснить. Инвестору на английском нашу специфику надо объяснить. Надо разговаривать, да. И надо... Нет государственной программы. Нет государственной инвесторской пропаганды нету, да. Инвестор, ну, у нас даже до сих пор в силовых органах чиновники говорят так вот, коммерсы, да кто вот, вот я презираю коммерсов, говорят, представляете? Я госслужащий, я государственник, а вы коммерсы. Ну, вот такое отношение в силовых органах, как потом инвестор захочет сюда приходить. За рубежом говорят, ты созидатель, ты творец, ты демиург, да, ты строитель, ты создаешь полезные вещи из нуля, ты наш самый главный клиент, говорит госчиновник инвестору. А в нашем государстве говорят, я государственник, там, за Русь, матушку, подожди, ты же гражданин Крымской республики, ты же генерал или там, не знаю, чиновник кыргызского государства, говорит за Кыргызстан, и за Советский Союз, там, я государственник, а вы все коммерсы. Ну, тогда и не будет инвесторов. Получается, для привлечения инвесторов, да, не только государство должно быть заинтересовано, но и мы, население, должны помогать, да, получается, я так понимаю. Да, мы все должны... Это вот когда мы в Турцию приезжаем, мы удивляемся, да, почему там обычный таксист, да, так очень доброжелателен к нам, он приветствует нас, очень хорошо относится, потому что они понимают, что каждый приезжий турист это все-таки доход государства, да? Да, совершенно верно. То есть они понимают это. То есть клиент, Бог говорят, да, но это не означает, что сейчас он приедет и будет там все, что хочет с нами делать. Нет, есть правила. Они заинтересованы, чтобы мы обратно туда приехали. Но эмоциональное поле остается приятным, понимаете? Нам надо научиться так работать. Все вот российские релканты пишут, Кыргызстан такая гостеприимная страна. Мы не гостеприимная страна. Я вам честно скажу. Мы, кыргызская нация, да, мы очень злые и грубые люди. И мы с гостю улыбаемся. Если с нами подольше пожить, будет немножко... Когда нашу душу увидит человек, он поймет, что мы простые, грубые люди. Мы не восточные люди. Мы кочевники и воины. Но нам надо научиться хотя бы быть на равных, да, то есть хотя бы быть по-человечески общаться. Вот этому нам надо научиться. И вот, получается, по первому пункту но не имение проходит. боевого духа это тоже положительное. Я крайне положительно оцениваю наш национальный дух. Мы бойцы, и только так и надо оставаться. Но грубость надо умерить, да. Грубость никуда ни хорошему не приведет. Нам надо научиться общаться с людьми на равных, со всеми. У нас есть две крайности опять. У нас есть заискивание перед теми империями, которые нам когда-то победили нас, да, и там мы начинаем молиться на эти империи. Заискивать, да, там, унижаться, чинопочитать. Вот это плохо. И мы начинаем быть бойцами, когда к нам приходят там другие, да, страны, государства, которые нас еще не завоевали, на нас не нападали. И мы начинаем им показывать характер. А ведь самое интересное, что именно те страны, которые нас не завоевали, они наиболее нам дружелюбные, у них больше цивилизационной ценности для нас, да. Вот первый у нас первый у нас пункт это по эмоциональному. Мы пока вот не проходим. Кто-то в нас влюбляется, какие-то инвесторы влюбляются в нашу страну. И таких очень мало, очень редко. Они приезжают, открывают кофейни, да, открывают вот эти разные там компании, винные бары открывают. И они замечательные люди, с ними просто приятно разговаривать. Но они не огромные инвесторы, да, инвесторы, которые ворочают миллиардами, триллионами, к нам еще пока не влюбились в нас, так скажем. И наш эмоциональный фон тяжелый. Это первое, да. Второй пункт, да, это то, что если у нас выход к морю, нет, мы закрыты другими государствами. Как только мы что-то с ними ссоримся или что-то там, они не стоят ноги стоят, они нам закрывают границы, да. И это инвесторам тоже не нравится. Если у нас коммуникации, логистика. А вот смотрите, мы же говорили о том, что строительство железной дороги, да, который позволит нам и выход на Каспий, да, как об этом говорил и президент Азербайджана, да, когда приезжал к нам. Например, если, дай бог, этот проект все-таки, да, заработает, это же тоже как-то должно повлиять положительно именно на инвестиционную привлекательность. Мы можем даже, скажем так, являться просто страной, да, через которую будут проходить эти грузы, и это тоже дополнительный плюс и дополнительные вложения в нашу экономику. Правда ведь?
Да, вот ЕАЭС зачем создали? Это как раз третий пункт, который рассматривают инвесторы. Да? Мы Мгм. понимаем, оценим сейчас нашу страну. ЕАЭС создали, потому что неожиданно в отсутствие Министерства легкой промышленности у нас развилась легкая промышленность, потому что это называется принцип. Я вот говорю, всегда сложно, у нас в обществе вообще синбе это табу, слушайте, но это австрийское экономическое слово, это школа, это называется капиталистический подход называется «работаем честно» или «не мешайте» по-другому переводится, на французском произносится laissez-faire, да? Мгм. Не мешайте. Не Надо меш... запомнить. Laissez-faire, да, faire. И получается, когда бизнес развивается, когда не мешаешь. То есть Мгм. капитализм laissez-faire это когда ты, например, вот нету Министерства легкой промышленности, легкопромышленникам не помогаешь, не мешаешь, не смотришь в их сторону, и они развиваются. У нас так и произошло. И в результате у нас большие потоки пошли фурнитуры из Китая в Кыргызстан. Здесь отшиваются вещи, идет поток. И до сих пор он идет, да, но ослаб, если честно. Мгм. Идет в Казахстан и в Россию. И вот эти большие потоки пошли. Китайцы начали отчитываться. Через Кыргызстан проходит 11 миллиардов долларов. Через Кыргызстан проходит 5 миллиардов долларов. Наши говорят, через нашу таможню проходит по весовому контролю на 500 миллионов долларов товара. И, ну, конечно, кому я верю, да? Я верю, наверное, статистическим службам Китая, а потом статистическим службам получателя груза. Мгм. И там миллиарды. И вот когда... И это шло вот с 2000-х годов, начало нарастать. И к 2014 году что-то как-то начало соседям нашим не нравиться. И они создали Евразийский экономический союз, они его тогда и задумали. И перехватили эти потоки. Они ввели наш союз, а у нас по ВТО через нас, через нашу границу проходило. Мы из ВТО правила начали нарушать и перешли на правила ЕАЭС. В ВТО таможенная ставка была 2,5-5%, в ЕАЭС таможенная ставка в среднем 12%. То есть считайте, на 6 раз увеличились цены на фурнитуру, да, для швейников. Они швейникам нашу вот такую большую свинью подложили, и плюс Хоргос открыли. Через Хоргос ушли 2 миллиарда. В Дурдое были 4 миллиарда, оборот стало 2 миллиарда, да, и миллиард 700. В Харасу было 2 миллиарда, стало там 500, 700 миллионов, да, оборот стал. Все начало переходить через Хоргос. И тут же БРИКС, да, Россия через БРИКС с Китаем это заключила соглашение, там 2,5% у них пошлина идет Мгм. таможня. И мы стали завозить товар, чтобы нам Мгм. фурнитуру ту же самую из Китая купить, нам надо через Россию заказывать. Теперь. Да, вот это называется логистическая ловушка. Да. Как из нее выйти? Есть только один способ. И он разглашен президентом, собирается строить. Узбекистан уже за, Китай уже закончил ТЭО. Наша часть ТЭО и Узбекистана часть ТЭО осталась. И вот получается, есть отрезок 204 километра, да, через Баткенскую область, железная дорога Китая, Кыргызстан, Мгм. Узбекистан. А дальше у Узбекистана есть ветка в Мешхет, в Иран, да, и получается, есть ветка, вот общая граница там, ближе к Турции, да, и там Туркменистан, Турция, Каспий, да, и через Каспий, естественно, вот этот Мгм. поток. Сейчас триллионы долларов идет через Суэцкий канал, да, Китая. Порядка там 20, 30, 40 миллиардов долларов идет это через Трансип. Порядка там 6-7 миллиардов Мгм. долларов идет через Хоргос. И как только эту ветку откроет, китайцы начнут экономить до 2 миллиардов долларов на логистике. И, Мгм. соответственно, они пустят порядка 16-17 миллиардов долларов стоимость товара, они пустят через эту ветку. Что это означает? Если к этой ветке пристроить еще ветку к нашим северным регионам, у нас производственники начнут по всему миру продавать наши товары. Транзитная плата Мгм. будет оставаться у нас. Мгм. За счет увеличения статистики таможенный сбор увеличится. За счет инфраструктуры, там, станций, да, вот этих, местный регион, в регионе, в Мгм. Баткене очень сильно разовьется бизнес, да, хорека. Ну и там же возникнут логистические центры, склады, да, куда будут завозить товары. Возникнут склады, с которых наши будут отправлять товары по миру. Сплошная экономия, плюс еще где-то до миллиарда долларов к нам начнет в страну заходить. А 500 миллионов, миллиард долларов через эту ветку нам начнет заходить. Когда мы это построим, инвесторам станет интересно. Сейчас не интересно, потому что Мгм. логистика у нас не развита. Железная дорога появится, сразу класс А инвесторы заинтересуются. Мгм. Земля, которая вокруг этих железных Мгм. дорог будет, она просто станет платиновой, да, там все люди начнут выкупать. Дай бог, чтобы так было. Да, и вот эта же вещь срубит 2 миллиарда где-то через Транссиб, да, и около миллиарда срубит Казахстан. Мгм. И я не знаю, как они отнесутся. Ну, казахстанцы, наверное, к нам еще наверное, договорились, да, я не знаю. Но Россия, вы видите, да, если бы не то, что происходит в Восточной Европе, она бы нам заблокировала. Там сразу всплывают эксперты, я их очень уважаю как личности, а за позицию не уважаю. В их позиции я с ними
борюсь, да, потому что они начинают говорить, Мгм. колея у нас не та там, давайте российскую колею ставить, китайская колея узкая, в Узбекистане узкая колея, какая Мгм. разница, да? Потом танки приедут по этой железной дороге. Ну, Китаю вообще ничего не мешает привезти сюда танки, да, но он этого не делает, потому что у него в Суаре, да, Мгм. проблема, у него проблема в Ордосе, да, зачем ему еще Кыргызстан танки приводить? У него большая война там на островах Спратли намечается. Зачем мы им, да? Поэтому танки не привезут. Говорят, ну, там, Китай нам экономически захватит, да. Ну, если так посмотреть, да, он уже нас экономически захватил, все производство в Китае. Мы должны оседлать этот поток денег, да, поставить на него седло, уздечку и поехать на нем. Зачем мы должны противиться ему? Его оседлают соседи. Мгм. И они так и сделали, да, на самом деле. Мы вернем просто себе кусочек денег, которые соседи себе перехватили Мгм. через ЕС, если построим эту железную дорогу. И будет по справедливости. У нас Мгм. исчезнут претензии. И есть четвертое, да, это суды. Четвертый вот пункт, когда мы оцениваем Кыргызстан по качеству судов, Мгм. нам нужно срочно создавать группу кейсов, да, о том, что мы защитили права инвесторов на Мгм. территории Кыргызстана. У нас же 95, 99, 98% всех решений судов, особенно между спором с инвестором и правительством, да, с инвестором и местным муниципалитетами, с инвестором местным бизнесом и бизнесменов просто с правительством, с кабинетом министров сейчас, но тогда правительством. Все кейсы в Мгм. пользу правительства, да. Мгм. Ну, справедливостью это не пахнет. И, соответственно, инвесторы это видят. И они говорят, мне приходилось, да, с ними общаться очень, и приходится, и сейчас я общаюсь с ними, и часто выслушиваю, да, за нашу страну. То есть, получается, для них нет гарантий, да? Да, они видят, что, говорят, ваши суды, там, никак, да, там. Если я, например, был бы гражданином Кыргызстана, имел бы там связи в силовых органах, то я бы всегда выигрывал ваши суды, говорит. Так как я не являюсь гражданином Кыргызстана, не имею связи в силовых органах, то я вижу, что таких людей чаще Мгм. всего ваши суды засуживают, говорит. Еще и виноватыми сделают. Еще и штрафы там надо платить. Еще и репутация во всем мире портится. Ну а как же, например, мы же говорим, что все-таки со стороны государства идет же поддержка, да, малого там и среднего бизнеса. Например, мы с вами об этом уже говорили, тоже я у вас брала интервью. Ну, хотя бы, скажем так, ну вот, Мгм. годовые каникулы, да, они на Мгм. год выходят на каникулы, скажем так, от всех проверок и так далее. Это же Мгм. тоже очень такой хороший плюс, да, когда Нет, это не бизнесу. плюс. Бизнесмены, которые работают по-честному, они говорят, зачем? Своими То есть они не проверками. хотят. Они говорят, если вы делаете проверки, это бьет по недобросовестным бизнесменам. И нам, добросовестным Нет, бизнесменам, это плюс. угу, угу, А если вы отмените проверки, значит, это расцветут недобросовестные бизнесмены, а мы, кто угу, честно платит налоги, окажемся в дураках. Во-первых. угу, Во-вторых, мы лишимся бесплатной государственной консультации. Да? угу. Они так говорят. То есть проверки это не... Это, знаете, это вот народу слышится хорошо, мелкому бизнесмену слышится хорошо, серому и черному бизнесмену слышится замечательно, белому бизнесмену слышится как плохо, да, потому что... Ну, такая практика, например, и в России же есть, да, у них тоже там на год там им каникулы давали и освобождали от всяких проверок, и это как бы, ну, говорилось о том, что это тоже плюс для развития именно вот бизнес-среды. Если серые и черные бизнесмены в отсутствии проверок станут белыми, это плюс. Мгм. Показывает практика, что не все из них, кто-то из них становится. Они на большие обороты выходят и Мгм. такие, ну все, я вышел на большие обороты, теперь я буду белый бизнесмен. Вот такие есть. Но многим говорят, а мне классно, я не плачу налоги, я ни перед тем не отчитываюсь, мне хорошо, и так и остаются, да, многие. Поэтому тут видите, палка о двух концах, да, то есть в основном это как бы поддержка, так скажем, теневого сектора будет. Мгм. Хотя Кабмин заявил, что хочет бороться с теневым сектором. Ну и получается же. Ну, в целом, может и получится, да, какая-то часть получится. Будем надеяться. Мы Но же, например, недавно было заседание, да, мгм. Кабинета министра под председательством президента, и там были очень хорошие показатели. Но это поощрение тени будет. Отсутствие Мгм. проверок – это поощрение теневой экономики. Мгм. Понимаете? То есть в то же время Кабмин ставит целью бороться с теневой экономикой. То есть идет фискализация с одной стороны, с другой стороны дефискализация. Да? То есть, ну, окей, хорошо, ладно. Ну, многие бизнесмены говорят, мне не холодно, не жарко. То есть вы меня, говорит, ну, те белые бизнесмены, которые в наших ассоциациях состоят, Национальный альянс бизнеса, да, члены там, они говорят, хорошо, вы меня хотите там сделать приятное,
но вы не сделали ничего, да, то есть для меня это не ценно, не Мгм. ценно. Я и так плачу налоги, я и так все держу прозрачно, меня и так можно, вы можете запроверяться, но вы проверите, и у меня будет все в порядке. Мгм. То есть вы не проверите, у меня тоже будет все в порядке. То есть, понимаете, это как вот, ну, зимой снега дать, да, там, для белого бизнесмена. А для черного бизнесмена, для серого бизнесмена, Мгм. возможно, это интересно, да. А, Искандар Шерембекович, давайте, Мгм. например, представим, что вы инвестор, да? Мгм. Такой крупный, класса А, как вы сказали, да? Мгм. Мгм. С большими деньгами, добросовестно желающий работать. Мгм. Вот вы знаете Кыргызстан. В какую бы отрасль вы бы вложились? Во-первых, я бы не пришел. Я бы сказал, давайте это сделаем так. Вы для торгово-промышленной палаты отдельный закон сделали? Вы для, ну, скажем, там, для профсоюзов отдельный закон сделали, и с ними ничего не случается, потому что государство не может, кто бы там ни приходил к власти, никто не может сделать с профсоюзами ничего. Я тоже хочу такой закон, скажет инвестор. Делайте мне тоже такой закон. Мгм. Закон об инвестициях не годится. Он меня не защищает. Ну ладно, давайте. Нужен закон как для профсоюзов. Вот, сделайте для меня, Мгм. как для инвестора, закон как для профсоюзов. Я приду, вложу, я свои обязательства выполню, Мгм. если я их выполню. Вы тоже должны свои выполнить обязательства. Но вы меня закрыть не можете, капитал арестовать не можете, подставить не сможете, там, в заложники взять моих членов семьи не сможете. Мгм. Вы ничего не сможете, потому что меня будет защищать закон. И тогда я буду работать. А все-таки, например, представим, закон это, в сторонку уберем. Мгм. Есть же все-таки, например, вот, что бы вас заинтересовало, если мы говорим о том, куда бы вы вложили? Ну, направлений, тут их много направлений, да, их Мгм. очень много. Во-первых, в Кыргызстане сейчас, Кыргызстан имеет гидропотенциал, который истощается. То есть с годами из-за глобального потепления дебит воды снижается. Но тем не менее можно попробовать вложиться в микрогаз. Не в одну, в две, в пять, 10, а в тысячу, в 2000, в 5000 микрогаз. И эти 5000 микрогаз будут давать Сейчас все электричество. вкладывают, кстати. Нет, складывается в малый ГЭС. Мгм. В микрогэс никто не вкладывается. Это Мгм. ниша свободна. Микрогэс не требует строить огромные плотины, затоплять села, да, низины, поднимать уровень грунтовых вод. Микрогэс вообще этого не требует. Мгм. Поэтому он и ценен. Да? Но микрогэс, они уязвимы для вандалов, да, немножко. Поэтому Мгм. Поэтому они рискованно. особо Да, интересуют. но это очень хороший такой. Будучи инвестором, я бы вложил, ну, не знаю, в 1000, 2000, в 5000 микрогэс, да, и они бы работали как одна большая ГЭС, Мгм. как на 500-600 мегаватт. Мгм. Эти микрогэс работали бы. Я объединил бы их в сеть, да, и продавал бы электричество на экспорт. Я бы говорил, в зимнее время я отдам в Кыргызстан это электричество, в летнее время я продаю его полностью на экспорт. Ну, или майнерам, или кому угодно. Это одна сфера, да, энергетика. Мгм. Также с солнечными батареями, альтернативными источниками энергии тоже интересно. Солнечные батареи сильно подешевели, а их эффективность чуть-чуть выросла. Она все еще дорогая энергетика, но у нас в Кыргызстане 265 дней в году солнце. Почему бы нет, да? Наша страна просится на то, чтобы здесь солнечные электростанции стояли. Мгм. И вот потом, что еще интересно, у нас в стране очень как бы такая потенциал, есть определенное количество квалифицированной рабочей силы, да, поэтому я бы здесь разместил высокотехнологичное производство. Сборку изделий из тех, которые делают Xiaomi, да, там это Air Purifier, например, да, в городах. Например, я бы вложился, не знаю, там, в развитие газотранспортной сети, я бы вложился тоже очень в городах, это интересный бизнес, да. Мгм. Потом есть еще интересный такой момент, что в Кыргызстане нет технологий по глубокой переработке овощей, фруктов, продуктов. Мгм. Туда бы вложился, потому что большой объем фруктов, продуктов просто 40%, 50% картофеля, 80% капусты, да, там иногда Мгм. на полях сгнивает. Мгм. Надо их перерабатывать, надо их превращать в какой-то продукт и потом продавать. Вот это бы я Мгм. вложился. Потом бы я вложился в Кыргызстане, естественно, ну, туризм бесспорно вложился бы. В авиацию гражданскую вложился бы, потому что эта ниша свободна, да. Гражданской авиации нет в Кыргызстане. В свое Мгм. время, я еще не будучи инвестором класса А, да, а работая с инвесторами местными, собирался здесь вертолетные компании открыть и договорился уже обо всем. Агентство гражданской авиации выступило против, они там говорят, одномоторные вертолеты в горы не пустим. Будет летать только двухмоторные. А двухмоторные были там очень дорогие, да? Одномоторные дешевле. Мгм. То Ну, есть такие нюансы уже, да, такой нюанс оттолкнули. мне помешал, да. Мгм.
Малую ГЭС я строил тоже, там, для другого инвестора. Тоже там местное население вышло и сказали, всем нам электричество бесплатно будет давать. Мы говорим, это малая ГЭС дает только 3 мегаватта, а ваше потребление Мгм. 5 мегаватт. Не можем, мы не будем в ущерб себе строить ГЭС. Они, тогда не будете строить. Тогда не будем строить. И И все. вот такие Проект вот на этом вещи. закрылся. Проект закрыл, да, ну там мы успели там какие-то работы произвести, там что-то уже уложить, да, лицензию получить. Вот Но в такие вот минус моменты. пошли, получается, В да? минус пошли, да. Ну, там другой объект строили, для него Мгм. хотели ГЭС построить. Ну, другой объект построился, он работает. Вот такие вот моменты были. Поэтому, ну, будучи инвестором класса, есть очень много вещей, куда надо вкладывать. Я, вот, например, сейчас вложился еще. Сейчас очень сильно растет вопросы безопасности, да, поэтому я бы в военные технологии вложился бы очень серьезно. Мгм. А вот скажите, вот стоит, наверное, отметить, что одним из главных, да, ну, как бы, скажем так, достигнутых преимуществ в нашей Мгм. стране, да, это все-таки политическая стабильность, да, на сегодня. Это Да, очень важно для инвесторов, да. Президент, например, важно. недавно вот на заседании Кабинета министров, на итоговом заседании, да, по итогам года, отметил, что мы должны привлекать в Кыргызстан крупных мировых инвесторов, да, и мы Мгм. должны работать над этим. Вот мы сейчас говорим о развитии зеленой экономики. Мгм. Кыргызстан ратует за это, да, вы сами сказали, что, например, мы должны понимать, что есть альтернативные источники там, энергии, да, Мгм. потому что тают ледники, энергетика потихоньку там, гидропотенциал истощается и так далее. Это не только у нас, да, по всему миру Мгм. такая картина. И вот когда мы говорим об экологии, о сохранении, да, наших природных ресурсов, здесь вот зеленая экономика. Вот мы за нее ратуем, мы выступаем за нее, да, мы говорим о этой зеленой экономике, но почему-то не можем заинтересовать крупных инвесторов, а однако, говоря о зеленой экономике, даже те же соседние страны, эти крупные инвесторы идут туда почему-то. Вот здесь как быть? Для зеленой экономики, ну, Угу, мы отдаем неофициально 2 миллиарда, официально 1 300 000, угу, да, 300 миллионов за бензин ежегодно. Мы этот бензин сжигаем и производим около 2,5 миллиардов кубометров диоксида углерода, да, например. То есть мы вносим определенный свой вклад в то, чтобы планета разогревалась, в том, чтобы наши дети поживут в очень тяжелом климате, а вот наши внуки вообще могут вымереть, да, потому что, ну, будет глобальная катастрофа, и она никуда не девается, да, это не глобальное потепление, это для Земли это обычная стандартная ситуация. Земля уже там 15-25 раз так угу, делала, да, она то замерзала, то угу, разогревалась, и это нормально для Земли. Земля не заметит, мы можем вымереть. Когда Земля так делала, вымирали древние люди, еще раньше вымирали динозавры, да, а сейчас вымрем мы, да. И вот мы еще к этому вклад делаем, да, то есть мы ускоряем вот эти процессы. И вот, соответственно, угу, и об этом мы не думаем, да, мы думаем, вот как сегодня бы день угу, прожить, да, завтра бы день прожить, там, ну, в год там в школу бы ребенка отправить, да, а мы не думаем, что этого ребенка, у него будут свои дети, его дети уже могут умереть, да, потом внуки могут наши умереть, угу, потому что природу мы портим. Это осознание к нам не приходит. То же самое про смог, да, то же самое про все остальное. И вот мы страна, у которой гидропотенциал, мы страна, у которой солнечный потенциал. Мы должны, по идее, все отопление перевести на электричество, да? Мы должны все автомобили перевести на электричество. Я один из сооснователей это Союза пользователей электротранспорта Эльтранс. И вот мы сейчас, наша работа основная пробить все вот эти льготы, чтобы нам беспошлино завозили электромобили, чтобы нам беспошлино завозили оборудование, комплектующие для электромобилей, чтобы у нас появились сборочные цеха, заводы, которые собирают электромобили. угу, Нам нужно вот эти 800 тысяч электромобилей, автомобилей на ДВС, да, двигатель внутреннего сгорания, поменять на электромобили. И тогда мы достигнем такого момента, что это зеленая экономика. Здесь нам нужно привлечь инвесторов. К сожалению, Китай, к счастью, да, для мира, к сожалению, для конкурентов Китая, Китай сильно развил эту отрасль и вкладывается очень угу, сильно. Я сомневаюсь, что можно здесь создать с нуля полный цикл производства электромобилей. Мы можем просто создать сборочные заводы, угу, да, сборочные заводы, где мы из Китая будем все эти запчасти привозить и здесь собирать электромобили. Но почему мы это можем делать? Потому что в Китае сейчас идет убыль населения, одна семья, один ребенок, политика слишком хорошо сработала, и у них рабочие руки уменьшаются. угу, И в какой-то момент у них будет дефицит, да, людей.
Соответственно, у нас есть маленький шанс создать небольшое такое, как бы, Мгм. подспорье им и подспорье нам, да, сборочные, сборочные фабрики. И мы должны к этому идти, мы должны создать их. Естественно, пока все зеленые вот эти разговоры, у нас реально есть агент, который в Кыргызстане очень много делает, это Крысев. Мгм. Но там тоже 50/50, да, там 50 или 60/40. 40 они дают грант, 60 надо самому, да, деньги потратить, чтобы утеплить дом, поставить солнечную батарею, там. Сейчас 6-7 банков начали выдавать кредит на электромобили. Лидер Доскредобанк. Мгм. Другие банки как-то странно себя ведут, там что-то просят какие-то возвратные платежи, комиссии. И это интерес сильно не нравится компаниям, которые заводят электромобили. Ну вот Доскредобанк молодец, они выдают кредиты без проблем вообще. И другие банки, да, тоже. Потихоньку это развивается, но это из реального, это вот банковский кредит на электромобили, это Хрсев. Мгм. Больше зеленых проектов нет. Сейчас правительство зеленую концепцию пытается сделать. Сейчас скоро готовятся как определенные документы НПА, возможно, президент, Кабмин что-то сделают. Да, Мгм. сейчас скоро это все обсуждается, рассматривается, там обсуждения идут. Но пока инвесторы не заинтересованы. Ну, они говорят, мы хотим прийти с зеленым проектом в Кыргызстан. Доноры говорят, мы придем с зеленым проектом в Кыргызстан. У нас при КФБ открылась, да, вот этот по зеленым финансам организация. Мгм. Но пока реальных шагов нет. И вот надо бы, чтобы они были, да. Ну, и мы будем работать над этим. Мгм. А вот именно соседние страны, они уже работают именно зеленой экономикой, или они на таком же этапе, как и мы? Страны, которые зависят от нефти, углеводородов, это Казахстан, Россия, Мгм. Венесуэла, там Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, там они реально купили себе какое-то количество электромобилей, создали какое-то количество Мгм. электрозаправок класса люкс и дальше не хотят развивать. Потому что это, ну, зачем нефтяной стране стрелять себе в ногу, да? Ну да. И я боюсь, что они сейчас понимают, что сложно бороться с Мгм. движением, да, электромобилей. Они сначала, как говорил Ганди, да, сначала они смеялись. Потом они говорили, ну, фантастика, Павлач электромобиль. Потом они начали, сейчас они на стадии того, что они начинают присматриваться, да. Скоро они начнутся бороться с этим. Мгм. Потому что это разрушает их личный интерес, ну, государственный интерес, да, это разрушит их экономику. Поэтому они начинают уже беспокоиться об этом, и они начнут бороться против этого. Я думаю, что они сейчас то есть не заинтересованы в реализации зеленых проектов. Мгм. Получается, другие страны, вот, ну, например, видим большие такие. Самые большие зеленые проекты реализуются в Китае сейчас. Э, Номер один Норвегия, номер два Китай. В Китае сейчас уже там сотни миллионов электромобилей произведены и работают, и сотни таких ДВС или автомобилей уже вывозятся за границу, Мгм. выводятся из страны. У них хоть круто получается. У них же большое производство литий-железофосфатных батарей произошло. У них же большое производство, лидер мирового производства солнечных батарей это Китай. Мгм. Китай это номер один в экологических проектах. И нам нужно от них учиться и у них перевозить их технологии к нам, Мгм. использовать. Что касается, ну, Норвегия, да, номер один в Европе. Остальные страны не спешат. Вся Германия, Франция отапливается российским газом, да, и ездят на норвежском бензине. Норвегия сама производит бензин, но она на 99% сделала так, что теперь у них нет машин на бензине, у них только электромобили. Норвегия северная страна, да. Ну и весь бензин, который они производят, они с удовольствием продают на экспорт в Европу. Мгм. То есть Дубай, Эмираты, могу сказать, экопроекты там То же очень самое, много да. демонстрационных экопроектов, да, производится. Есть Великобритания, да, там есть Исландия, супер экопроект, да, там они вообще подключили просто ТЭЦ к вулканам И все. и горячим источникам, и все. У них вечная энергия, не нужно уголь жечь, ничего не надо. Это супер экологичная страна, везде есть отопление, даже в коровниках есть отопление, да, пожалуйста. А Обалдеть. у нас тоже есть, у нас есть около 50 горячих источников, мы тоже к ним должны прикрутить отопление. Это Это же дорогая технология. возможно, да? Это, возможно, это дорогая технология, но представляете, ну, наша Земля, она будет еще где-то 4 миллиарда лет существовать. Мгм. Ну, на наш век хватит точно. И там Живем. бесплатная, бесконечная Мгм. энергия, она окупится.
и надо ее использовать, а мы ее не используем, да, тоже. Вон у нас высота, просто так моемся о ней, потом сливаем ее, и все. А ведь это энергия, и она просто бесплатно уходит опять в землю, да, и мы должны из нее извлекать эту энергию. И мы Мгм. можем. Технология, повторюсь, пока дорогая, но если начать работать на ней, ее можно удешевить. Мгм. Вот такой последний вопрос. Вот смотрите, реализуется программа, например, да, Мгм. рыночных реформ, о которых вы тоже говорите, Мгм. макроэкономическая стабилизация, ну, такой либеральный все-таки у нас торговый режим, Мгм. скажем так. Ну, из-за Вы, ЕАЭС он не вы, либеральный. Из-за ЕАЭС там 12%, 15% пошлины. да. Но вы говорили еще о том, что у Мгм. нас есть все-таки система свободного обмена валюты, тоже это очень важно, да. Вы отметили, что мы еще член Всемирной торговой организации. Вот, Мгм. несмотря на эти все преимущества, да, мы говорим, Мгм. что все равно существуют какие-то трудности, но тем не менее, эм, это же тоже какой-то плюс для увеличения как и иностранных, да, так и отечественных инвесторов. Ну, Я не уверена, что такие, например, есть плюсы в том же Таджикистане, скажем в так, том же Узбекистане. есть что-то позитивное, оно происходит. Мгм. Сразу оговорюсь, скажу, что у нас выросла денежная масса, вырос государственный бюджет, выросли сборы, налоги, рекорды, ну и инфляция выросла, и цены тоже выросли. Но это по К, всему миру, да, не по только всему у миру, нас. да. Мгм. Поэтому инфляция съела эти достижения. Мы можем честно говорить, у нас очень крутые достижения, у нас ВВП уже 9 миллиардов долларов будет к концу этого года. А никогда еще так не было. И мы крутые, классно. Но это тоже хороший Да, ну и показатель, цены правда ведь? выросли, а цены съели, да, достижения. Поэтому в этом плане как бы мы выросли, но если вот в чистом виде мы выросли Мгм. чуть-чуть. В неочищенном виде мы очень хорошо выросли. Мгм. Вот, но одну вещь я должен сказать, и это несомненно. Возможно, этому помогли события в Восточной Европе, да, возможно, этому помогли то, что как бы решительность текущего Кабмина и стабильность Кабмина. И это тоже немаловажный фактор. Уже у нас премьер-министр еще, председатель Кабинета министров, не меняется уже третий год, да, это Это рекорд. очень важный Это фактор, да? рекорд, да. Поэтому может быть и это, да, потому что Мгм. это кого-то, может Вот быть, я и говорю, у нас убедило. все-таки стабильность государства. Политическая стабильность, наверное, это и есть, да, у нас? Ну, там, если, скажем так, откроете Твиттер, там все ругают нашу власть, да, там блогеры, там Ну, оппозиционеры, вы в начале посмотрите, программы сказали такую вещь, что мы очень злые, мы очень злые, понимаете? да. И чтобы даже если что-то хорошее, когда происходит, Мгм. например, всегда идет Негатив. негатив, негативная реакция. И даже если мы будем говорить о том, что у нас а, ВВП, например, там 7%, как вы Мгм. говорите, и до конца года вырастет до 9%, 9 да, миллиардов долларов. да, ну, да, Мгм. все равно, а, Ну, есть такой момент, скажем так, сравнил 17-й год, да, 17-й, 18-й, 19-й год и социальные сравнил сети скажут свое. 22-й, 21-й, 22-й год сравнил. В общем, тогда приходило 50 миллионов долларов Мгм. прямых инвестиций, а сейчас пришло 500 миллионов долларов прямых инвестиций. Сейчас у нас Сейчас пришло. миллиард, Полмиллиарда. миллиард. Не, миллиард, ну это давайте к концу года доживем и там посчитаем. Нет, За 9 месяцев 500 миллионов. я брала интервью буквально вчера у Ага. руководителя агентства, да, вот, Апси, да, наша, у Эмбреля? да, А, ну да. миллиард. И Видимо, он знает чуть больше, потому что в официальную, то, что учтено официально, пока 503 миллиона. Но если он говорит миллиард, наверное, будет миллиард, миллиард. миллиард за Окей, этот год. 50 И это миллионов, положительный результат, он 50 сказал. миллионов, полмиллиарда или миллиард, да, сейчас? Мгм. Да, это разница. Возможно, это релоканта привезли, возможно, что Мгм. Сбер сбегает, да, возможно, от санкций сбегают россияне, приходят. Это, кстати, если расследуют американцы, это может потом по нам ударить, да? Вы как-то сказали, что вот эти санкции, да, мы можем Мгм. воспользоваться Вот этими мы видим, санкциями. возможно, мы ими воспользовались, поэтому сейчас вот такая ситуация. Вроде Мгм. есть позитивные сдвиги, да? С другой Есть. стороны, есть и риски, что нам подвергнут международным санкциям за компанию, да, за то, что мы помогаем избежать прямых санкций. Мгм. И такое тоже может произойти. Мгм. Ну, вот объективно вам скажу, да, деньги зашли, цифры выросли, экономика выросла, бюджет вырос, инвестиции выросли, риски есть. Но риски всегда будут. А инфляция съела часть этих достижений, Мгм. но тем не менее достижения остались. Так могу сказать. Мгм. То есть все-таки положительный же был, правда ведь? Ну, могу сказать, как вот пока, знаете, жить еще тяжело, семьи стали меньше покупать продуктов на ту же сумму. Мгм.
Но позитивчик есть, да. Позитив есть. Вот это был последний вопрос, но тем не менее я хочу Мгм. все равно у вас, скажем так, позитивом, да, закончить. Мгм. На сегодня у нас, скажем так, на что больше... Вот давайте этот год возьмем. Мы же подводим итоги, да, Мгм. 22 года, да? Да. Вот в 22 году на что больше были направлены инвестиции? Вы все-таки с предпринимателями работаете, Мгм. вы их интересы защищаете, как говорится. Мгм. Вот куда были больше направлены инвестиции? Ну, насколько вот мы смотрим, да, инвестиции, а, ну, 4 блока, да, так назовем. Первый блок инвестиций пришли опять в Мгм. строительство. В строительный сектор пришли. Второй блок, ну, государственное строительство, доля его увеличилась. Она чуть-чуть больше стала, чем частное строительство. Возможно, туда пришли, да? Мгм. А потом инвестиции увеличились в логистические, в торговые операции, увидели. Какие-то производственные, ну, вот даже вот есть те же самые производство продуктов питания, переработку, туда пришли инвестиции. Мгм. И есть определенный такой блок, который мне не нравится, который может стать причиной будущих санкций. Это высокотехнологичную продукцию плюс военные Мгм. технологии, двойное Мгм. назначение. Это тоже плюс. Да, то есть, Мгм. ну, мы ни с кем пока не воюем, мы компьютер не собираем, значит, это ушло реэкспортом, да, куда-то, где эта нужда Мгм. есть. И иностранцы понимают, что, ну, сообщество понимает, что нам надо как-то жить с одной стороны. И они тоже там, в свою очередь, например, по 500 миллиардов евро, да, дают за газ, да, например, и говорят, мы подвергаем ее санкциям, ну, вот вам 500 миллиардов за газ, да, той стране, которая подвергает санкциям. Мгм. Поэтому, я думаю, они нас простят. Но риски остаются, что они за вот этот, за четвертый блок могут нас наказать, да. Мгм. Вот такие вот блоки, 4 крупных блока, они получили инвестиции, я Мгм. вижу, да, и предприниматели говорят. Мгм. Более того, даже приходили люди и говорили, слушай, ты же страйкболом увлекаешься, вы же покупаете вот эти все прицелы оптические, да, давай через тебя на $1 000 000 купим там оптических прицелов, да, там. Мгм. Ну, мы отказываемся, говорю, нет, мы, конечно, можем стать миллионерами, но потом мы по всему миру просто невъездными станем. Мы хотим быть со всем миром работать, да, то есть открытым быть. Мгм. Вот, ну, другие находятся, которые говорят, а почему мы и нет, да? Но есть риски, как всегда, да? Риски, да. Ну, риски всегда будут, наверное. Но тем не менее, хочется завершить нашу с вами беседу Мгм. тем, что все-таки год был положительным, да, и как экономисты вы сами признали, что показатели у нас были очень хорошие, Показатели, да, да, выросли. сравнительно с другими годами. Есть стабильность политическая, да, это тоже очень большой плюс. И мы надеемся, что в 2023 в этом году мы будем ожидать и ожидаем, да, крупных мировых инвесторов, которые будут вкладывать в нашу страну. И, как вы отметили, и местное население все-таки должно помогать государству, да, в развитии именно, скажем так, чтобы наша инвестиционная среда, да, скажем так, она была благоприятной, да, для Не инвесторов. только местное население, но и самое главное, да, не надо обманывать себя и говорить, что власть это там народ, государство, да, Мгм. там чиновники, депутаты. Власть это Мгм. силовые органы. Это самое такое применяющее, реализуемая власть, это силовые органы. В силовых органах сознание должно измениться. Они должны Мгм. перестать говорить, что мы государственники, вы коммерсы. Они должны перестать говорить, инвестор это потенциальный шпион, предатель, там, ограбитель нашей Родины. Вот эти слова должны прекратиться. Надо по То справедливости. есть мы должны по-другому все-таки взглянуть на это и понимать, да, насколько это выгодно для нас и насколько мы получаем от этого пользу, да, и Да. государство у нас, как говорим мы, Мгм. будет все-таки еще больше показателей показывать нам да, экономического роста. И будем ожидать еще, как вы отметили, строительство вот этой вот железной дороги. Это очень крупного Это очень проекта. важно для нашей страны. Любой, кто против, враг нашей страны, народа, Это наш... нации, всех. Любой, Мгм. кто за, друг нашей страны, народа, нации. Да, Мгм. Спасибо большое, Искандер Черембекович, что сегодня спасибо. были с нами. Всего Спасибо. доброго. Да.